Меня зовут Валентина Александровна Груздева. В преддверии Великого Дня Победы, 80-летия после окончания Великой Отечественной войны, я бы хотела поделиться воспоминаниями о своих родных и близких, тех, кто принимали участие, вековали своей маленькой такой толикой труда военного и ратного, и в тылу те, кто мои родные, самые близкие, папа и мама, и отчим, они принимали великое такое участие в этой великой битве, и поэтому мне бы хотелось немного о них рассказать. Мой папа, Карабасов Александр Федорович, он прошел весь путь. От начала войны в 1941 году, он тогда еще служил в армии, и его сразу же отправили на фронт. Он прошел до Польши, и потом уже вот они там, военные действия у них не закончились, другие части, другие, значит, как сказать, военные соединения шли дальше, а он дослуживал в Польше. Но когда закончилась война в 1945 году, уже был, и многих отпускали, уже демобилизовывали, папа еще попал на Дальний Восток и принял участие во время вот этих сражений с Квантунской армией. И только демобилизовали его в 1947 году. Вот этот послужной такой список военных его действий был отмечен наградами. Награды, когда мы были маленькие, вот я помню, папа как-то нам давал играть вот этими наградами. Мы были с братом погодки, и в то время подростки, мы не понимали, что это очень ценные вещи. Это мы сейчас только поняли. И поэтому многие награды были утеряны. Теперь я хочу о мамочке рассказать. Она всю войну, Карабасова Евдокия Никаноровна, она проработала на военном заводе в городе Уфе. Тогда тракторный завод в Уфе, он был перепрофилирован в снарядный цех. Он, в общем, там выпускали и снаряды, и трактора, и эти танки. Она работала в цехе, где делали болванки для снарядов. Работали молодежь, ей тогда было 19 лет, по 16, по 18 часов в сутки. Они даже домой не уходили, они спали в цехах. Голод, холод, тяжелый труд. В эту всю войну мамочка моя это все пережила и много об этом рассказывала. Теперь я еще хочу рассказать об отчиме своем, Дрязгине Тихоне Михайловиче. Он тоже прослужил всю войну, он прошел, и служил сначала в танковых войсках, потому что в молодости он был трактористом, и тех людей, которые знали хоть немножко технику, их сразу отправляли в танковые войска. И он даже участвовал на параде во время, в 1941 году, 7 ноября, был на Красной площади танковый парад. И это даже есть видео, есть фильмы, показывают по телевизору. А у нас это в памяти врезалось, потому что дедушка нам очень много об этом рассказывал. И вот их с Красной площади сразу отправили на фронт, сразу их отправили в бой. А потом, немного погодя, его пересадили на «Катюшу». И он очень долго воевал. Именно на машине был водителем на «Катюше». И вот он тоже много рассказывал такого страшного и поучительного, что во время войны это было жутко. Это было
страшно не только, вот как мы сейчас видим по фильмам, а это все пережить, видеть. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети, чтобы наши внуки, правнуки, они помнили о том, что пришлось пережить нашим родителям, дедушкам, бабушкам. И чтобы ценили то, что сейчас мир завоеван, что сейчас спокойная жизнь у нас. И никогда, никогда наше небо голубое не омрачалось никакими выстрелами, тучами войны.